Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Корякин Максим. Я учусь в 9 классе Черпчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова. Разрешите представить мою тему «Якутские мультфильмы как средство формирования речевых навыков детей дошкольного возраста». Формирование речевых навыков является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте и рассматривается как общая основа воспитания детей. Поэтому главной задачей выступает речевое развитие дошкольников. Однако стремительное развитие технологий и гаджетов ввели свои коррективы. Большинство детей от 3 лет зависает в интернете. Следовательно, формирование речи у дошкольников посредством инновационных технологий является одной из актуальных проблем. Цель работы – изучить возможности влияния якутских мультфильмов как средство формирования речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста. Гипотеза. Якутские мультфильмы видеоролики могут стать эффективным средством формирования речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста. Задача работы, представленная на слайде. Объект исследования. Процесс формирования речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста. Предмет исследования. Якутские мультфильмы как средство формирования речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста. Проблемами развития детей дошкольного возраста занимались ученые как Выгодский, Леонтьев, Ильконин и другие. Понятие «речь» в психолого-педагогическом литературе рассматривается как деятельность общения, выражения, воздействия, сообщения посредством языка. Анализ литературы показал, что дети дошкольного возраста чаще всего употребляют существительные и глаголы. В связи с этим нами разработаны сценарии мультфильмов, где внимание уделено употреблению имен, существительных и глаголов. Для того, чтобы делать мультфильмы, мы познакомились с понятиями компьютерная анимация и хромакей. Практическая часть. Этап 1. Создать анимацию. Скачиваем программу для анимации. В правом верхнем углу меняем рабочее пространство. На временную линию создаем новый кадр. Включаем луковую кожу. Создаем слой. В этом же слое рисуем предмет, который будет двигаться. Переключаемся на новый кадр и рисуем его следующее движение. Вот и основа создания покадровой анимации. Этап 2. Добавить звук и фон видео. Найти однотонный фон. Настроить освещение. Снять видео с хромакеем. Скачиваем программу. Открываем наше видео и переключаемся на функцию хромакей. Убираем фон и добавляем новый фон. Добавляем трек видео и перетаскиваем видео наверх. Подровняем картину с видео и привязываем музыку или трек. Добавляем звуки и указываем место воспроизведения. Сохраняем видео. В связи со сложившейся сложной обстановкой мы не смогли провести эксперимент в детском саду. Однако мы работали с данными мультфильмами дома и выявили, что у моего брата интерес к якутским стихам повысился. Эрсан за 3 дня смог рассказать по картинке животных. После работы мы пришли к выводам. Во-первых, формирование речевых навыков начинается с раннего детства. Главным направлением работы является совершенствование артикуляционного аппарата детей, а также благоприятный климат в семье. Во-вторых, в наши дни гаджеты и смартфоны казались основным инструментом для работы и для отдыха. Поэтому мы разработали якутские мультфильмы, которые можно запустить в социальных сетях и интернет-порталах. Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что якутские мультфильмы могут стать эффективным средством формирования речевых навыков у детей дошкольного возраста, подтвердилась. Вот ссылки на наши мультфильмы. Спасибо за внимание.